Друзья, у нас дело идет к открытию Уразы. И мы едем открывать Уразу в ресторан. Да, Софиш? С бабушкой. Висхана друг с нами едет, Анжела. Целый день работали, держали Уразу. Ничего не успели приготовить. Да дело даже и не в этом. Просто посидеть вместе культурно, как это делают обычно нормальные люди. В общем, мы выезжаем. Софиша, давай быстро. Ты поздоровалась, кстати, с моими зрителями? Поздоровайся с моими зрителями. Всем привет. Угу. Так, хамач хазвагила, остальные. Красиво поставь матч. И что бросать кеш, мацаго. Хазвагил. А эти вагил туда. Понерях моя ты сангуешу. Давай, Орел. Так, все, бабушка на месте. Все на месте. Так. Осторожно, осторожно, Софиш. Осторожно, чухал? Не мочи. Первое апреля и снег идет, да? Надеемся, последний. Ну, в природе нет плохой погоды. Друзья, ну, решили выехать. Последний снег. Я одела шубу, как порядочный человек. Ничего не подкраситься, ничего не успели, но уже опаздываем. Уже все голодные. В общем, ну, дальше продолжение. Вот мама, садик.
приглашайте очень, я. Бабушка говорит, больше не приедет с нами. Голова болит. Да, они не знают, чего. Так, девочки, друзья, всем доброго времени суток. Вот такая атмосфера. Давай, бери бабин руку бери. Юла, баба, я буду снимать, иди. Вау, Висхан, волновал ты землю. انت ملك الحرير سلمش بخير Юла, Савичка, есть бабин, кюк. Ляг, давай. Я и сама могу. Давайте, идем, проходим. Софишка, бери бабушку за руку. Я сейчас, я еще раз он. Софиш, ляг. Бери бабушку. Хажан жила, как взяла бабушку. Бери, чтобы она не упала. Бери. Ва, махаз доин сказа. только что есть. Софишка, возьми бабушку за ручку, она ж вдруг упадет. Машалла, мелхаз дуала. Чё хазду? Такая атмосфера вообще приятная. Сапет! Висхан где со своим другом? Белый снег в моем городе вновь первый снег. Машалла. Надя, как я сказала. Всех котов собрали здесь. Давай, кузан, сюда. Завяжись. Хайол. Хармаю ресторан, вход официальный. Харю. Вот ресторан Язин. Харю официальный вход. Да, да. Висхан, вал слышишь? Ой, как хорошо, прям зимняя сказка. Давай, присаживайся. Даже никого нет. Бог. Обешло. Бьё, колк шмалела, не заходи. А колк бьем, да? Чё, хазду, машалла, междиковая, красивая мечеть. Да, такие Машалла, большие. очень красиво. Мам, глянь, такие большие. Ну, эти как их? Люстры. 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 А почему нельзя такие большие? Ну, чтобы освещение, когда люди зайдут, чтобы было освещение. Ты с Юлечками хоть поздоровалась? Моя уже здоровалась. Пойдем. Софиш, присаживайся. Где удобно. Давай сейчас принесет меню. Меню принес он? Меню. Вот меня. Хая меню вкус. Вот он. Хая? Выбрать Ирю. А
Так, бабушка, давай, выбирай. Язык. Две яйца сюда. Не, ну все равно жить, ну, видишь, там салат. А? Не, сейчас еще не посмотрели. Сейчас. Опоздали. Сейчас ждешь, ну куда? Как ты сосал, да? Это я нам себе на двоих заказала. Ты Как? что, не выпьешь? Коктейль. Я все выпила, вы меня не помните. Попробуйте я. Едер. Да, да. Попробуй. Кому я, да? И что, предлагать тебе шмацелуться? Ага. Больше отзывы есть. Да, как сок. Сок Мадаха. Да, да. Садж принесли нам. Вот это самое питательное блюдо. Все очень вкусное и горячее сохраняется. Просто, ну, Ах, как kopus полезный, я ес kopus. обсервся. Гарни урмаяцера, да. Имя уряд. Вот, ему ничего, мерз. Давайте, подвигайтесь. Висхан, Мамад, Вахауш. Вот и все. Остальные пускай что хотят. Человек поужинал и все. Пускай весь мир подождет. Софиш, устала, да? Софиш, Да если я... ты немного подустала, да? Радуется лишь сильно. Что ж собака? Я наказ. Друзья, мы покушали. Уже прекратился снег. Зеленые деревья. И в снегу были деревья. Машалла, как красиво. Друзья, посмотрите, какая красота. Свежий такой воздух, прям как в сказке. До 12 работает ресторан. Очень удобно. Как раз мы уходили, люди приехали. Люди все прибывают. Как красиво, машалла. Темно, а вокруг нас горы все в снегу. Коты нас уже знают. Березки, елочки. Машалла. Ой, какой свежий воздух. Смотрите, друзья, какие деревья красивые, да?
А вот и 1 апреля. 1 апреля никому не верю, да? Так, я же хотела вам показать в доме полы. Давайте я вам покажу, наверное. Как думаете? Друзья, снег на улице 1 апреля какой идет. Смотрите. Или не видно через окно. Окно в будущее. Машалла, как красиво. Как красиво. Пішов! А, побаха. Да сацага. Да. Вот, посмотрите на пол. Ровный. Ой, когда-то здесь будет тепло, хорошо. Да, писали поубирать с окон клеенки. Видите, я послушная. Убрали. Мрамор в окна. Здесь везде теплый пол, поэтому внизу батареи тут не нужно во всем доме. Меню. Пока все сохнет. Друзья, здесь будет теплый пол везде, кроме 2 спален. Поэтому, как сказать, внизу батареи здесь они поставили. Да что, Анжел? Наела? Анжел, ну и да бахтам, что у вас было штыки? Исхан поехал на почту, принес посылки. Да, сейчас нужно будет потеплеет плитку во дворе сделать. Будет, думаю, хорошо. Так, спальня. Снег идет, да? Давайте посмотрим все комнаты. Ну, хорошо пол сделали, прям. Капитально. Закрываем окна. Вот эта стена, сколько расстояния, интересно, мне надо знать. Хоть примерно, да? 1, 2 с чем-то. Мне просто сюда, почему я хочу сюда, бывает же это самое, ну вот тумбочкой по краям, вот как 2 шкафа, не шкафа, а вот красивую посуду ставят, да, тумбочка, на стене телевизор и по краям вот такие 2, но мне кажется, не поместится 2, а может быть что-то будет поменьше размеров. Что-то такое. В принципе, мне вот это внизу тумбочка не нужна. Телевизор на стене. Главное, вот знаете, посуда есть, которая не повседневная, а на праздники. Дорогая посуда, чтобы она под прозрачным стеклом, да, чтобы она красиво выглядела. А так, здесь будет кухонная. Вот так стоять, то там повседневная посуда, в принципе, будет здесь. Да? Вот. Тут небольшой диванчик,
Или не знаю. А и так будет, наверное, некрасиво, да, если, допустим, сюда диванчик поставить. Ну, небольшой такой. Нет, так будет некрасиво. Нет, тогда заставим все это шкафами. Я, наоборот, не хочу, чтобы было все как можно меньше всего. Кухонный, аккуратный диванчик, тюль. Здесь около окна стол, либо посередине, там будет видно. Пока точно не могу сказать. Сейчас сразу на днях приедет парень, будет потолки нам делать. Вот. Пока полы высыхают, пусть они высыхают. Недели 3 сказали. 2 недели, 3 недели, чтобы они сохли. Это по-любому. Вот. Ну а мы тем временем... Так, это детские комнаты. Здесь у нас Висхан будет проживать. Тут Анжела с Софией. Это их комната. Анжела хочет сюда. Ну, Анжела не так долго задержится. Ну, Софишке останется комната. Ну, а вообще, как мы планируем, это то, что будет делаться второй этаж. Да? Вот здесь вот это будет делаться второй этаж. Вот тут. Второй этаж. И Висхану 2 комнаты сделать наверху. 2 комнаты, ну, 1 комната и душевая. То тогда эти комнаты вообще чисто для девочек. Когда даже замуж выйдут, там, либо гости приедут, чтобы они тут со своими детьми, чтобы они никому совершенно не мешали. Да, вот так вот планирую я. Чтобы это были девчачьи комнаты. Вот приехали они, чтобы у них было свое отдельное пространство. А на 2-й этаж Висхану со своей семьей. Ну, кухня общая у нас. Ну, вот так вот. Друзья, песок еще заказывали. Песка даже не хватило. Заказывали песок еще даже. Ну, какой дождь. Ой, снег идет. Песок еще заказывали. Да, плиточку когда положить, вокруг обоих домов плитку аккуратно, будет красиво. Крышу мы тоже эту поменяем, тоже сделаем белую крышу, как и на этом доме. Крыши будут одинаковые, между 2 домами будет вот этот вот навес такой прозрачный. Полностью двор будет закрыт, чтобы ни грязь, ни снег, ничего не попадало во двор. Не, эти 2 комнаты прям большие, капитально большие. Особенно вот это вообще. Да. Эти комнаты большие, конечно же. Здесь тоже как гостевая и гостиная. Вот так вот будет диван. Диван единственное заберем сюда диван, девочки, с того дома, синий диван. Да, он же новый, вот-вот купили. Или, может быть, продам его, куплю. Он абсолютно новый. Вот так вот диван. Там на стене телевизор. И все. Ничего лишнего. Тюль. Тюль, и будет очень красиво. Висхан, что ли, приехал? Да, Висхан на почту ездил. Супруг уехал в рейс. Сегодня у нас 1 апреля. Висхан! Он что, зашел уже, что ли, в дом? Теплый пол. Кстати, теплый пол проверили до того, как залили пол. Работает все отлично. Тут некоторые волновались, поэтому не волнуйтесь.
Ползы проверили, все работает хорошо. Не стоит так сильно переживать за нас. Ну вот здесь у меня, друзья, вот здесь будет душевая кабина. Как-то она будет или треугольником, или как-то. Ну, посоветуйте такой момент. Закрыть вот до этого момента, будет закрыть вот так, сделать перегородку, это и проход, да, закроется. То по-любому это будет сделано вот так полукругом, да, закрыто это будет. Ну, дверь сюда входная, полукруг здесь будет. Здесь просто унитаз, душевая кабина и рукомойник, умывальника. А что сделать здесь? Что будет тут? Ну, телевизор на стену уже не... Или поместится. Может, боком его вот так вот, да, телевизор? Как думаете? Можно будет так сделать? То вот примерно вот так вот будет. Вот, полукруг сделан. Это душевая, да? Дверь, прям дверь, заходишь туда. Не то, что там в комнате в открытом виде стоит душевая. Нет, будет дверь, чтобы это все было аккуратненько, четенько, как Виталий говорит, закрыто. А вот этот остается промежуток, вот этот, вот он. На стену повесить будет некрасиво. То есть и боком, да, телевизор. И все, больше ничего не надо. Здесь будет кровать стоять, по краям 2 тумбочки. Все, больше тюль. Больше совершенно ничего здесь я и не хочу. Это однозначно. Какая бы она ни была большая эта комната, спальня. Зачем? Нечего. В спальню заходишь, в принципе, отдыхать и все, да? Вот. А здесь это гардеробная. Она вот так вот будет, шкаф, как шкаф-купе. И вот так вот, да? Но, как я уже говорила, я хочу их сделать чисто белыми, под заказ. И, допустим, вещи, да, вот вещи, вот где у нас тут будет стиральная стоять? Здесь, наверное, да? Или здесь, или там. Стиральная, и на ней будет сверху стоять сушилка. Очень хорошее дело. Точно. Я когда увидела впервые у кого-то из блогеров, я думала, ой, что это, 2 стиральные? Зачем сразу в один дом? Ну, в дом 2 стиральные. Это было несколько лет назад, пару лет назад, скажем так. А стиральная стоит и сразу сушилка. Вот вещи постиранные в сушилку, и они не то, что даже сухие, они уже как поглаженные, да, вещи. Поэтому у меня в спальнях не будет никаких шифонеров, а шкаф-купе я сделаю, шкафы-купе я сделаю все так, чтобы, как сказать, вот до половины. Вот так вот, половину, там вверху, чтобы все было, не было таких мест, полочки, чтобы складывать вещи свои, да? Вот этого я не хочу. Вот эти вот платья складывать, это все, да, вот. Это я не хочу. Все будет вешаться на каждую. Во-первых, все, никакого барахла, чисто в доме ходить. 2 халата, на выход несколько вещей. Все. Никакого вот этого барахла лишнего я не хочу здесь собирать. Это однозначно. Вот в этой стороне я хочу такое, прям компактные такие места создать, чтобы новую постель положить, когда гости приедут, достать постель, там пледы, покрывала, подушки, все новенькое, да, где-то там что-то, в общем, посмотрим, как говорится. Но здесь до половины там будут вешалочки, и здесь будут все халаты, куртки, платья, все будет висеть. Складывать в шифонеры в спальнях и проводить там все дни своей жизни никто не будет. Высохли вещи в ванной, достали, на вешалку сразу повесили. Все, никаких заваливаний спален, совершенно этого делать не нужно. Двери будут абсолютно белые. Абсолютно белые. Я уже знаю, где я буду брать, девочки. Очень-очень место такое, но вы все увидите. Там реально хорошие скидки на все. На кафель, на мебель и так далее, и так далее. Возможно, в этом ролике вы увидите продолжение. То, что где мы хотим закупиться. Вот, поэтому с этим понятно, да? И даже полотенца новые. Вот у меня будет реклама скоро полотенец.
Версачи белые я привезла. Я не говорю, что остальные плохие, но я хочу, чтобы в этом доме у меня все было белое. Полотенце белое, Версачи, баня, лицо и руки. Все будет только белое. Постель будет только белая. Ну, может, с какими-то там вышивками, ну, типа как Анна Карина. Вот такая вот будет постель. Что я хотела сказать? То здесь в ванной будет мебель ванная. И в ней будут специальные такие шкафчики, полотенца. Это все будем там складывать. То есть в шифоньер это все тащить не нужно. В высушенном виде достали и сразу на свое место. А здесь это, ну потому что это поменьше стена, это побольше. Это вот для вещей, да, а внизу там отделение для обуви, например. А нет, ни в коем случае обувь у меня будет. У нас же будет здесь коридор приделываться. На улицу выходишь, из стеклопакета, вот таких вот, из стеклопакета будет полностью идти такой коридор, прям до того прохода. И там у меня будут полки для обуви, все будет там. Так что обувь не нужна. Ну, внизу там, знаете, можете какие-то там матрас какой-то там, пледы, что-то, ну, такое. Вообще все будет, это будет здесь. А тут будут только вещи. Вверху там куртки, пальто, безрукавки. А здесь вещи наши повседневные. Что бы это ни было, высохли брюки, футболка, все на вешалку сразу тут на месте. Никуда не тащить, не отходя от кассы. Да, с этим разобрались. Вот так, ну здесь у Висхана диван, гостиная, диван у него здесь. Я не знаю, может быть будет какой-то, ну сюда можно компьютер ему занести, поставить, будет видно. В принципе, кухня есть, но может он захочет, чтобы тут стол был, когда там друг придет, друзья посидеть, я не знаю точно. Я хочу, чтобы это ничего не закрывало, чтобы были тюли, вот беленькие тюли, да, красивые, и по краям не шторы, а тоже тюли вот с таким вот по бокам, знаете, вот так вот красиво, белоснежно. Ох, это будет очень красиво, очень. Ну, такая у меня мечта. Здесь у девчат в спальне тоже кровать, тумбочки. Не знаю, может, Анжела захочет мебель полностью, но она захотела у себя в спальне тоже не ламинат, а плитку. Плитка это да, это хорошо, это вечно. Плитку и белая плитка, белая мебель. Анжела говорит, такие же тюли. Я просто не знаю, раз у нас шифоньер будет так, как я решила, никаких шифоньеров, то я предлагаю, Анжел, кровать сюда вам, по краям тумбочки, светильнички, да, например. Здесь на стене телевизор, а на стене телевизор, и вот так сделать, специально делать по заказу, вот внизу, вот такая длинная тумбочка, да, например. Из нее много шкафчиков разных, очень... стоп, нет, у Анжелы здесь будет зеркало, она себе сказала, что зеркало красивое, со скамеечкой, да, со стулом, где там у нее косметика, все такое, да. Ну, как-то можно будет придумать. Ну, тумбочки будут по краям, в принципе. Я имею в виду такой, тумбочки по краям, там, носки, такое, что первой необходимости предметы. А будет зеркало, там тоже будут какие-то ящики, туда тоже можно там положить какие-то там предметы для девушек, что необходимое, правильно? Да, это все. Не нужно сюда мебели, я имею в виду шкафов никаких. Кровать, по краям 2 тумбочки, в углу зеркало, телевизор, все. Вот во все эти комнаты будем брать кафель, друзья. Во всех комнатах будет кафель. Может быть, в моей спальне будет ламинат, может быть. Скорее всего, тоже будет кафель. Почему? Потому что это, как мне сказал Девера сын, вот мы недавно ездили, вы уже просмотрели ролик, кисокафель это вечно. Протер и все, ничего не будет надуваться, не будешь бояться, что это что-то воду. Тем более у меня в комнате душевая, мало ли там, может кто-то с влажными ногами выйдет или как-то что. Хотя тапочки, конечно, будут, но все ж таки. Мне бы хотелось, чтобы здесь тоже был кафель, чтобы везде в доме был кафель. Везде, чтобы он был. И насчет этого момента посоветуй мне, как мне тут сделать. Вот этот прям боком, вот так телевизор повесить, или что мне сделать? Или вообще, зачем мне тут нужен?
Телевизор будет здесь. Зачем в каждой комнате телевизор? Он не нужен. Ладно, скажите, что мне можно сделать с этим углом? Вот так будет углом душевая. Вот что можно здесь придумать? Посоветуйте. Все, вроде бы все вопросы задала. Ответила на все. Здесь тоже сплошная тюль. Ну, девочки, краску собирались красить на стену. Говорят, это очень капризная. Должны работать только специалисты с этой краской. Она что-то дорогая, что-то то ли 16 тысяч ведро, то ли 20 тысяч ведро этой краски. Ну, конечно, ее-то не знаю, даже не знаю, насколько хватает. Я больше расположена, может быть, поклеить обои, купить красивые обои, как думаете? Светленькие, красивенькие обои может купить. И самое главное, не будет люстры. Представьте, какое счастье. Не будет люстры, будет освещение, вы видели какое, потолки будут какие, не будут этих люстр, они и не нужны. Ну вот смотрите, тогда что у нас остается? Потолки они приедут сейчас сделают, полы высохнут, сразу начнут класть плитку, да? Ну там они тоже как-то быстро закончат. Тогда у нас что остается следующее? Клеим обои. Клеим обои. После плитки сразу ставим двери, а потом клеим обои. Правильно? Красим или клеим обои. И что? В принципе, дом сдаем. Друзья, кто приезжает на новоселье, записывайтесь. Сразу записывайтесь на новоселье. Типа мы движемся с вами к финишу, мои вы хорошие. Дай Бог всем здоровья. Это все благодаря вам тоже. В первую очередь от Аллаха помощь идет. Вторая, то, что мы работаем, трудимся, и следом идете вы, а может быть и с нами наравне. То, что вы поддерживаете, то, что вы на протяжении 3 лет со мной поддерживаете, помогаете, даете советы, вы просто моя семья. Огромное спасибо всем. Дай Бог вам всем здоровья. Вы знаете, я так долго шла к этой цели, я всегда... Это как мое дитя, знаете, у меня мысли все только с этим домом. Как лучше сделать. Смотрю у людей, как хочется что-то своего, да. Не хочу повторять, хочу что-то своего, да. Но Девера сын меня убедил в том, что везде должен быть кафель, да. Я сразу же бегом галопом в Телеграм, в Инстаграм, и везде обывают ли спальни, а как они выглядят. Я такие нашла фотографии, что я просто вау, знаете, действительно очень-очень красиво смотрится. Но для спальни нужно нежные цвета, без никаких рисунков, вот чисто белые. Они такие глянцевые, прям блестит пол красиво. Туда посередине кинул, допустим, там, полукруглый ковер, да, и все, там больше не надо закрывать это все. Немалую роль играют карнизы, которые будут между потолком и стенами. Они должны быть как можно шире, насколько это возможно. Тогда вид как-то богаче в комнате, как-то подчеркивает он комнату. И освещение, конечно. Да, это будет красиво, иншаллах. Ну, тут в доме разберемся. И весна начинается, это мы сразу занимаемся. Вообще программа этого лета – это навести порядок во дворе, за двором, потому что зрелище ужасное. Нужно выровнять поверхность и сразу, чтобы, может, когда плитку будут класть на пол во дворе, чтобы сразу и там это было сделано. Ну, будем смотреть по ситуации, по финансам, по здоровью и так далее, и так далее. Много очень труда, много сил, и все это мы семьей, мы сила. Один это все не потянет. Все в семье принимают участие, каждый буквально, даже София. От самой старшей, от бабушки, заканчивая Софишкой. Все буквально принимают участие, принимали. Всем большое спасибо, я ничего не забыла. Все, кто кормили моих рабочих, помогали, наши матеря. Сколько помощи всего этого было сделано, я этого никогда не забуду. Большое всем спасибо, низкий вам поклон. Пойдемте посмотрим на задний двор, как там снег идет. А с понедельника уже обещают тепло. У нас сегодня суббота, 1 апреля, да?
А с понедельника уже тепло обещают. О, друзья. Софичка тут уже гоняла. Ну, зайчик. Это не Софишка, это Висхан, наверное. Велосипед отвозил на место. Велосипед оставил. Уголек. А этот травку. Уголек. Уголечек. Халёси травку кушает. У него там свой домик есть, ему построили. У нас тут грязно, не обращайте внимания. Вот снег какой, буквально, да, здесь 1 апреля. А представьте, уже, то есть 1 апреля, да, а буквально 4-5, какой я вам буду показывать тепло, и будет совсем другой вид, правильно? Смотрите, как все. Синим инеем занесло. Друзья, я знаете, что еще хотела с вами посоветоваться? Вот это место, вот где было дерево, все это, может быть сейчас, пока еще, это меня ночью посетила мысль, может быть сейчас, пока, как сказать, пока еще во дворе нету плитки, да, а так как она будет этим летом, мы ее будем класть обязательно, не мы, а рабочие, а может быть и мы, будет видно. Может быть, машины 3 завести хорошей, добротной земли в огород, и это все выровнять ровно, буквально, чтобы насадить деревьев, саженцев красивых. Как думаете, да? Но, скорее всего, вы меня поддержите. Чем потом вымазывать плитку. Сейчас супруг, Висхан, его друзья на тачках 5 секунд бы завезли сюда землю. Я этим займусь. Вот он приедет с рейса, я поднесу документы на подпись. Вот сюда. И все это вот аккуратно с землей, да? Зимний сад, зимний сад. В общем, у меня столько эмоций, я хочу все делать, знаете, вот. Ой, сирень скоро распустится. Моя любимая. Как я люблю сирень. Смотрите, все уже, хоть бы оно не померзло, это все, да, как бы, ну, природа, нет плохой погоды, но вот уже лилии были готовы распуститься, тюльпаны уже, бутоны появились, хоть бы это все не замерзло. Ну, пионы-то понятно. Хоть бы это все не замерзло, малина уже расцветает. Малина уже, хоть бы это все не это, как говорится. Уголек. Хоть бы это все не замерзло, как думаете?